только на таблетках живу. Я не знаю, я вынесу это все. Слезы, паника и главный вопрос – что делать? В такой ситуации оказались больше сотни казанцев. Каждый должен сотни тысяч, а то и миллионы. Я только подходила подписывать документы. На сколько тысяч на вас? В первый день на меня оформили 2 банка или 3, я сейчас не помню, 5 кредитов. На мужа 6. Общая сумма 7 банков на 1 200 000. Причем никого и ни к чему не принуждали. Как говорят пострадавшие, оформить на себя кредит их просила семья Садыговых. За каждый договор им платили по 10-15 тысяч рублей. За это люди приходили в магазин, заключали кредитный документ, отдавали его вместе с чеком Оксане Садыговой. Она, в свою очередь, обещала сама вносить ежемесячные платежи и вносила. Только в январе платежи перестали поступать. Сколько вам нужно платить ежемесячно? 1,18, потом где-то 13 и еще 14. Заемщики сейчас ищут концы во всех инстанциях. Пришли и в магазин. Здесь отвечают, о существовании такой схемы ничего не знали. На кассу никто не подходил. Кредитный договор? На кассу не подходили. Для оформления кредитного договора нужен сам человек с паспортом. Только после этого он может оформить кредитный договор. А вот товар, люди говорят, не получали. Товар выдается на основании кассового чека. Все у меня сидят на зарплате, Оксана говорила. И директор, и кредитный отдел, все. А у вас есть фотография Оксаны? Есть. Покажите, пожалуйста. Нет, я с ней не знакома. Вы знаете. Вы знаете, Даже зарплату от нее получили. Как вы не знакомы? Сегодня нам удалось связаться с той самой Оксаной Садыговой. И она озвучила свою версию. Люди, значит, приходили, брали кредиты. Потом, значит, я этот чек это отдавала перекупом, все. А гасил за них кто кредит? Вы или уже те люди? Существовала бонусная система. На каждой карте было до 300 тысяч рублей. Вот это все, нам как бы перекрывало. Как поясняет Оксана, недавно магазин изменил условия бонусной системы и схема сломалась. Всех все устраивало, все было хорошо. Директор магазина никуда нас, по крайней мере, запрет кидала, чтобы ни в какие магазины мы не ходили, только работали в видео там, в Меге. Все были в курсе насчет кредитов, то, что на человека вообще нельзя столько, они оформляли. Кто был в курсе, кто нет, сейчас разбираются в полиции. Пострадавшие казанцы уже написали 49 заявлений. В настоящее время в полицию Казани поступило порядка 49 заявлений. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Заявления заемщики написали и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. Но просрочки по кредитам идут. Легкие деньги обернулись тяжелыми обязательствами. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.